Мир вам, братья и сестры. Вот с Божьей помощью очередной нож сделали. Ножен не уходит. Вынимается одной рукой. Пальцем упираете сюда. Ну и приступим к его испытанию. Вот так. Вес 85 килограмм пока. Вроде взвешивался, когда последний раз. Сейчас может чуть больше, меньше, не знаю. Но ножик пока держит. Рог лося построгаем. Лента. Так, страдал же. Извиняюсь. Дерево. Такие вот вещи можно делать. Мне неудобно сейчас, лучше, конечно, в тисы зажать. Но, тем не менее, показать можно более-менее. Так, теперь это вот хвостик крупного рогатого скота. Вот так вот бреет. Вот так примерно режет. И по газетке проверим. После всего. Сейчас, правда, ветер. Не знаю, как получится. Примерно так. Всего доброго. Ага, и еще не показал. Хотел сказать всего доброго. Значит, нож, когда затупится, берете наждачку, ровный брусочек и по плоскости со стороны дула мы что-то положили и поправили. То есть не надо в лесу там никаких заточных станков, угол какой-то выдерживать. С обратной стороны потом вот так вот заусенчики сняли. Можно об кожу ножен, когда у костра сидеть и делать нечего. Ножны из можжевельника, клинок всегда стерилен, всегда приятно пахнет. И вот делаю такую вот смазку. Состоит она из керосина, скипидара и вазелинового масла в определенных пропорциях смешано. Это человек разложил баллистол, который вот дорогой продают сейчас в магазинах. Ну, а я вот этот вот тоже продаю, но намного дешевле. Хотя ничем не отличается. Значит, можно им смазать клинок, чтобы не ржавел. Ножны, как защита от влаги. Обувь. Оружие можно смазывать. Вот такие вот пузыречки. Обращайтесь, тоже их производим. В общем, всего самого доброго. До свидания.